Добрый вечер, друзья. Аргама в формате прямого эфира. О стратегии и тактике абхазской дипломатии в условиях геополитических изменений поговорим с участием секретаря Совета безопасности Республики Абхазия Сергеем Шамбо и министром иностранных дел Инала Марзенба. Соведущая Анна Гуня. Еще раз здравствуйте. Мы приглашали оппозицию на прямой эфир, но, к сожалению, они отказались принять участие в нашем обсуждении сегодня. Совсем недавно мы отмечали юбилей Министерства иностранных дел нашей страны. Было бы правильно начать наш эфир с разговора о главных достижениях. Сергей Миронович, вы много лет проработали руководителем этого важного ведомства. Непростое было время. Это было время, когда наша страна добивалась дипломатического признания независимости нашей страны. И именно хотелось бы с вас начать и спросить, как бы вы сформулировали основные достижения этого периода. То есть поговорим об истории нашей дипломатии. Ну, Министерство иностранных дел – это институт, который исключительно независимому государству присущ. И наша абхазская дипломатия в течение 30 лет прошла непростой путь, как вы правильно сказали. Это был период тяжелых дипломатических баталий, потому что абхазской дипломатии, как и всему абхазскому государству, приходилось тогда противостоять фактически давлению всего мира. Ведь вы помните прекрасно, в урегулировании абхазского конфликта участвовали такие страны, как Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Франция. И кроме того, все глобальные международные гуманитарные организации. И понятно, что они были ориентированы на поддержку Грузии. И вот таком противостоянии, вот такой постоянной дипломатической борьбе сформировалась абхазская дипломатия, которая стала пользоваться достаточно высоким авторитетом вот в этих дипломатических кругах. И за это время, кроме того, что сформировалась школа абхазской дипломатии, были достигнуты серьезные результаты. И апогеем всей этой деятельности можно назвать вот признание независимости Абхазии в 2008 году Российской Федерации, а потом и последовавшие за этим признание других стран. И надо сказать, что вот эти достижения, они в большой степени заслуга абхазских молодых дипломатов. Вот, скажем, признание латиноамериканских государств, Венесуэлы и Никарагуа, это вот большой вклад в это внес заместитель министра иностранных дел Максим Гвинджия. И я сам разговаривал с руководством Министерства иностранных дел России, которые нам сказали, что Россия готова оказать любую техническую поддержку нашим усилиям по признанию международному, но основную работу мы должны делать сами. У нас с Россией в 2008 году подписан договор, по которому мы должны, Россия должна оказывать, взялась обязательство оказывать поддержку абхазской дипломатии, и мы должны как-то совместными усилиями обсуждать существующие международные проблемы. Таким образом, были достигнуты определенные результаты. Потом был Даур Ковы, при котором было признание тоже Сирии. Это очень важная для нас страна. В абхазской вообще традиции Шамтола – это особая страна
с которой связано и христианство, которое в Абхазии пришло. Короче говоря, вот эти большие достижения были сделаны. И это, нужно сказать, непростые усилия. Многие говорят о том, что почему нас там не признают больше, гораздо больше стран. Но я всегда говорил, знаете, что признание вот такое широкое, это больше для нас вопрос престижа нашего международного, потому что реально, ну для чего создается государство? Ведь создание государства – это же не самоцель. Государства всегда создавались для того, чтобы создать людям условия для безопасности и для возможности развития их. Вот. Все эти вопросы мы можем решать с Российской Федерацией. Для нас, для Абхазии, маленького государства, Россия – это огромный мир, который дает возможности для реализации наших экономических возможностей. Да? Если мы можем только производить конкурентоспособную продукцию, мы можем это продавать в Россию, из России приезжают туристы к нам, безопасность наша гарантирована тем договором, который подписан у нас с Российской Федерацией. И, кстати говоря, у нас с Россией стратегический союз. Еще раз хочу подчеркнуть, много раз это говорю, что у нас не партнерство стратегическое, как многие об этом говорят, а именно стратегический союз. Мы многие годы к этому шли, и поэтому нужно это ценить и именно так воспринимать. Что это значит? Это значит, что в случае военной угрозы Российская Федерация выступает на стороне Абхазии, в поддержку Абхазии. Так что это дает нам гарантии нашей внешней безопасности. И даже то, что касается нашей внутренней безопасности, у нас тоже есть соответствующие договоры с Россией. Правда, мы сами в большой степени препятствуем тому, чтобы это в полной мере имело реализацию здесь, в Абхазии. Вот скажем, по военному сотрудничеству. Нам предлагала Российская Федерация там, построить современные казармы и другие проекты. Но мы отказались, потому что эти казармы стояли бы на балансе у России. А Россия по своему законодательству не может строить за пределами своей страны объекты и отдавать их в дар. Они бы же никуда их не взяли бы с собой, не забрали в Россию. Они здесь бы стояли. Надо вспомнить, вот я, когда на эту должность мы заступили, вот новая власть пришла, инспектировали вот наши казармы. Но в каком они были состоянии, я не хочу говорить сейчас по телевидению, но, слава Богу, сегодня уже мы своими усилиями, без поддержки России, вот начали определенные работы, там новую казарму построили. Но большие усилия вообще прилагаются сейчас, по сравнению с тем, что было, на усиление нашей обороноспособности, надо это сказать. Сергей Милович, мы, наверное, Я потом... еще вот все-таки скажу, я вот начал говорить о том, что и во внутренней нашей безопасности тоже есть большая поддержка со стороны России. Вот был предложен нам информационно-координационный центр при МВД. Но тоже сколько было поднято бури в стакане воды, оппозиция там собиралась, народ собирался у парламента, не дали в полной мере его реализовать. Сделали в каком-то усеченном виде, но он сегодня так существует. И поэтому мы сегодня вот, часто жалуются на то, что очень долго идут многие процессы. Они долго идут, потому что нам приходится отправлять на экспертизу за пределы Абхазии, в Россию, долго ждать и так далее. Все это могло бы быть здесь, но мы же сами тогда не дали это сделать. Вот таких фактов Спасибо, много. Сергей Миронович. Да, мы дальше еще можем, конечно, остановиться на этих вопросах, но я хотела бы немножко то ли дополнить, то ли уточнить. Да, конечно, дипломатическое сопровождение было очень важно. Да? Это дипломатия в 90-х годах и позже, вот все время. Да. На самом деле Министерство наших иностранных дел во все времена вот, на достойном уровне, это да. Но в целом я все же скажу, что несмотря на то, что усилия
наверное, всего общества, нашей политической элиты, нашего руководства в разные времена. Все это имело большое значение для нашего признания, но мы прекрасно понимаем, что если вот так в целом рассматривать, конечно, это результат нашей победы. Мы все понимаем, что без этой победы никакого признания не было бы и никакого государства, как Республика Абхазия, не было бы. Поэтому все это было важно, но после нашей победы то, что достойное дипломатическое сопровождение началось, и руководители наши в разное время понимали, что надо, как себя вести и что делать для того, чтобы это признание произошло. И понятно, что обстоятельства тоже сложились таким образом, что самая большая страна, в общем-то, признала нас. Спасибо большое. Я вот думаю, что Инал Батович продолжит разговор, потому что вот юбилейные мероприятия, которые недавно прошли, в основном, в общем-то, все это координировалось нашим министром. Хотелось бы, вот, чтобы он немного нам рассказал о том, как вот организация всего этого происходила и вообще к чему вот этот юбилей подвел, какие-то итоги, что-то новое вы наметили. Вообще поговорите об этом, это интересно, потому что все это происходило очень красиво, очень организованно и так далее, но в то же время ситуация непростая, и каждый из нас вот сегодня ощущает, что когда вот такие юбилеи и так далее, все равно серьезность всего положения. И поэтому такое ощущение, как будто нам что-то все-таки мешает для того, чтобы больше радоваться всему этому. Хотя это позитивная была повестка. Спасибо за вопрос. Бзирашимас Зиги, Бзирашимас Атарскую телехопшца. Уважаемая Ирина Шотовна, вы абсолютно правильно отметили, что мы были обязаны сделать красивый праздник, но тем не менее была тревога у всех во взгляде. Ситуация международная очень сложная. Мы живем в эпоху фундаментальных и принципиальных геополитических изменений. Мы об этом, наверное, позже с вами поговорим более предметно. Что касается торжественных мероприятий, они прошли достаточно удовлетворительно. К нам приехали гости из Российской Федерации, из Республики Южная Осетия, из Республики Никарагуа, из Республики Венесуэла, из Белоруссии, из Турецкой Республики, из ряда других стран. И мы с удовольствием на полях этих торжественных мероприятий провели предметные субстантивные переговоры с нашими коллегами, и двусторонние, и многосторонние. Из нового мы провели форум впервые Global Абхазия. Это форум, который предполагается проводить на системной основе ежегодно. И главная задача этого форума заключается в том, чтобы утвердить глобальную сеть наших союзников, чтобы они были у нас на контакте, чтобы они посещали нашу республику на системной основе, и чтобы мы наполняли наши отношения еще более качественным содержанием, чтобы мы решали более эффективно двусторонние вопросы, чтобы мы решали наши внутренние экономические и социальные вопросы. Поэтому праздник действительно был с определенной тревогой, но и с перспективой, и с позитивным взглядом в будущее. Раз сегодня оппозиция отказалась принимать участие в эфире, от их имени позвольте мне задать вам вопрос. Оппозиция обвинила власть в том, что в рамках празднования юбилея Министерства иностранных дел не упоминался наш первый президент Владислав Ардзинба. Думаю, у вас есть что сказать. Прокомментируете? Ну, я несколько удивлен это слышать, потому что практически все выступавшие, и в том числе ваш покорный слуга, отмечал масштаб вклада Владислава Григорьевича. Сергей Миронович, вы присутствовали, подтвердите, я уверен. Кроме того, был подготовлен специальный фильм, где масштаб и роль Владислава Григорьевича Ардзинба были тоже отмечены, поскольку его решением было создано министерство и развивалось при его поддержке как лидера нашего. Кроме того, была подготовлена специальная фотовыставка в рамках наших торжественных мероприятий, где был даже распечатан это решение Владислава Григорьевича по поводу создания Министерства иностранных дел. Поэтому та информация, которую вы озвучили, это абсолютная неправда. И те люди, которые присутствовали на мероприятии, и информационные сообщения, безусловно, дают ясное представление о том, что масштабы и роль Владислава Григорьевича в организации нашей внешнеполитической системы были полностью отражены, и это было абсолютно объективно, и все это видели и слышали. Я думаю, знаете, все-таки вот эта попытка части населения приватизировать имя первого президента, она ошибочна, потому что
у нас создает впечатление, что какая-то часть Абхазии не признает влияние и значение Владислава Арзенба в деле создания нашего государства. Они тем самым принижают роль самого президента первого нашего. Да, в общем, да, мы были на этом юбилее, на самом деле дипломаты все такие сдержанные, а мы-то самые очень эмоциональные, и когда выступали представители, высокие гости, которые представляли Венесуэлу, Никарагуа, и мы услышали, Мы что хлопали «Вива громче Никарагуа», всех. «Вива Венесуэла», говорят, я хотела, чтобы все аплодировали, правда же, вот в какой момент они оказали нам поддержку, мне казалось, что наших эмоций не хватает, что они должны почувствовать, что мы очень благодарны, что мы ценим то, что они сделали, и наши отношения с ними. Спасибо, давайте продолжим. Я думаю, что убеждать и нашу зрительскую аудиторию не нужно в том, что для нас важнее всего, конечно, признание со стороны Российской Федерации, и нам очень важно сотрудничество, то, что мы называем партнерством. Это наш большой друг, это стратегический партнер Россия, все это мы прекрасно понимаем. И хотелось бы при этом все же остановиться, хотя мы часто обо всем этом говорим, вот эти формулы всегда звучат, и мы последовательны в понимании этих вопросов. Давайте вот попытаемся остановиться на главных моментах развития наших отношений, и хотелось бы, может быть, даже подчеркнуть роль Российской Федерации в развитии нашего государства. Ну, это же совершенно очевидно. Вот если взять даже финансовую поддержку, которую оказывает там Российская Федерация, она, по-моему, беспрецедентная. Вообще в мире такого я не знаю. Я знаю, что Соединенные Штаты и Израиль поддерживали, но это не в таких масштабах тоже происходило. А вот у нас из почти 13 миллиардов собственного республиканского бюджета практически 5 миллиардов – это вклад Российской Федерации в бюджет наш непосредственно. А еще кроме этого, ведь пенсионное обеспечение в размере почти около 4 миллиардов рублей и многие другие проекты, которые осуществляются благодаря поддержке России. Я уже не говорю о том, что безопасность наша обеспечена, все преференции экономические, пожалуйста, для нас открывает возможность. Но мы-то сами вот что делаем? У нас счастливая возможность в этом мире бушующем, в океане, в котором мы сейчас находимся, бурлящем, да, когда идет переустройство мировой системы, вот уже с 90-х годов, с начала 91-го года фактически идет переустройство мировой системы, а всегда в истории человечества, когда происходила вот такая борьба за переустройство мира, это всегда были глобальные войны. Мы не знаем еще, чем это закончится, и в это время, когда нам очень нужно сдержанную, правильную линию проводить и следовать вот этому заданному вектору нашего политического развития. Ну вот бывают такие моменты, когда мы усугубляем наше вот такое положение. Вот касается тоже Пицунской дачи. Ну, никакой статус ее никак не изменился в этом новом договоре, который сделали. Если там есть ошибки там, по координатам, ну, это досадные ошибки, которые надо исправить, это понятно. Или, что касается, вот Российская Федерация уже ратифицировала договор о взаимном признании судебных решений. Но слушайте, да, против этого кто-то здесь выступает, но большая часть нашего населения, добросовестные, законопослушные люди, они заинтересованы в этом. А если люди, которые там недобросовестные исполнители, опасаются того, что там какие-то судебные решения будут, но это, извините, мы не можем ради небольшой группы людей подвергать все сомнения и наши взаимоотношения, и интересы всего нашего общества. Ну и даже этим людям опасаться нечего, потому что в этом договоре прямо записано, там, что срок годности имеют вот эти дела, там в течение 3 лет срок годности, это раз.
Во-вторых, те правонарушения, которые совершились на территории Абхазии, должны рассматриваться нашими местными судами. Если есть какие-то спорные вопросы, которые могут рассматриваться там и здесь, ну, наши граждане могут раньше подать в наш абхазский суд, и наш абхазский суд примет решение, которое обязаны будут признавать и в России. Это разве не достижение наше? И кроме того, вот этот договор, он в точности переписывает статью из нашего кодекса, арбитражного кодекса, арбитражно-процессуального кодекса. Ничего нового там нету. Основные принципы слово в слово переписаны оттуда. Но какую бурю в стакане воды мы поднимаем по этому вопросу. И по всем другим также то же самое происходит. Понимаете, что происходит и в чем беда? Вот нашему обществу, да это, наверное, может быть и не только нашему, самые простые, даже ложные какие-то фейковые новости вбрасывают, и люди, большинство людей этому верят. Не пытается никто разбираться в сути проблемы. Этого никогда не было и нету. Главное хорошо преподать. Никто не будет разбираться, в чем там суть дела. Ну, вот тоже по судебным решениям, это же эксперт должен понять, простой зритель, Но житель, для этого гражданин есть, понять, ведь никто наверное, не не спрашивает сможет у до судей, у конца. специалистов, понимаете? Вот совершенно люди, которые не понимают, начинают говорить об этом. А это для того, чтобы это понять, нужно быть специалистом этого дела. Ну, вообще, конечно, это непростые вопросы. Иногда, когда человек не понимает специфику этих проблем, ему тяжело разобраться, но с одной стороны, мне кажется, что власти и мы, которые, в общем-то, создаем информационный продукт, мы должны своевременно, да, вот, артикулировать правильно эти вопросы. Очень важно, ясно, понятно все донести. Для этого сначала мы сами должны это понять, и потом преподнести. Это очень важно правильно артикулировать. Но бывает, что все разжевали, и такие вопросы тоже бывают, разжевали многократно. Прекрасно люди это понимают, но, понимаете, ну, оппозиция должна иметь предмет обсуждения, предмет критики, негативной критики и так далее. Поэтому у нас это происходит. И поскольку социальные сети вообще заняли всю нашу жизнь, все наше время и так далее, и вот переломить ситуацию и правильную, достоверную информацию довести до людей бывает очень трудно, очень трудно. У меня создается такое ощущение, что люди, возможно, многие больше хотят все равно услышать про те же наши абхазские интересы, чтобы вот это было артикулировано и звучало. Потому что когда мы говорим, что Россия наш партнер, и на самом деле огромная вот вы помощь... видите, опять вы говорите партнер. Да, да. Союзник. Союзник, поддержка колоссальная, да, это я оговорилась, скажем так, вот, да. Но когда мы очень редко, да, вот скажем, говорим, но мы это всегда учитываем, но надо, видимо, говорить и артикулировать, потому что мы, конечно, наша голова занята национальными интересами, и я думаю, что общество должно это чувствовать. Это сложно, может быть, донести, но это надо делать, потому что нас ведь, у нас свои интересы, мы должны об этом говорить у тоже нас почаще. Ведь, да. Слушайте, у нас нету... У нас есть общие интересы, у нас, я имею в виду и у всего нашего общества Да. в целом, у нас общие интересы, и нужно как-то, нужно единство, потому что мы можем достигнуть, у нас вся наша проблема в том, что все эти годы мы вместо того, чтобы направлять усилия свое на развитие, мы его направляем на нашу внутреннюю политическую междоусобную борьбу. Вся наша, большая часть нашей политической энергии уходит именно на это, вместо того, чтобы направить ее совместно направить ее в нужное русло. Да, нужна оппозиция, никто с этим не спорит, но конструктивная должна быть, предлагать что-то, не обманывать людей, что вот света нет, это власть виновата, там воду отключить, это власть виновата и прочее, прочее. Как будто бы от смены власти эти проблемы решаются. Общество тоже же видит, что власть меняется, проблемы те же самые остаются. Мы их можем решать. Мы вообще сложные
задачи можем решать только, когда у нас есть единство. Я уже много раз это говорил, война это показала, что мы можем противостоять значительно более сильному противнику, когда мы вместе, когда у нас общие идеи есть. И в дальнейшем это должно быть так. Да, ну, история наша современная, она сложная, очень непростая, и поэтому быстро консолидироваться как бы заново и начать жить по-прежнему вот очень в том-то сложно. и дело, да. что мы делаем первые шаги. Вы знаете, Соединенные Штаты Америки, когда создались, у них был консенсус у политических сил. Никакой политической борьбы, никаких созданий политических партий в течение 50 лет или 40 лет, сейчас точно не помню, у них не было политических партий, не создавали, потому что они сказали, что государство пока еще не стало на ноги. А мы очень сильные такие, да, что можем себе позволить такую поляризацию в обществе. Согласна. Хорошо, давайте. Да, я бы дополнил по теме Российской Федерации. Россия действительно наш союзник. Здесь термин Сергей Миронович правильно настаивает на нем. Да, это высокий термин, это термин всеобъемлющего нашего взаимодействия. Мы взаимодействуем действительно по самому широкому кругу вопросов. Это и здравоохранение, это и образование, это и культура, это и самый высокий уровень межгосударственного взаимодействия. Я хотел отметить, что на сегодняшний день у нас примерно 200 соглашений с Российской Федерацией. Постоянно увеличивается количество, качество этих соглашений. Скажем, в прошлом году подписано было при поддержке президента Республики Абхазия, президента Российской Федерации соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Это очень важное соглашение, которое предполагает внедрение механизма упрощенного получения российского гражданства для граждан Республики Абхазия. При этом это односторонняя норма, граждане Российской Федерации не смогут в упрощенном режиме приобретать гражданство Республики Абхазия. Это к вопросу о национальных интересах и действительно о том, что нужно такие вещи акцентированно сообщать. Хочу также подчеркнуть, что Республика Абхазия выполнила все внутригосударственные процедуры. Мы ратифицировали это соглашение. Сейчас ожидается ратификация в Государственной Думе. Это очень важное соглашение. Ожидаем, что оно в самое ближайшее время вступит в силу после обмена ратификационными грамотами. Что касается финансирования, тоже справедливо отметил Сергей Миронович, у нас по 2023 году государственный бюджет формируется на 41% российской финансовой помощи. Это действительно примерно 5 миллиардов рублей из 13 миллиардов. Если говорить о республиканском бюджете, то доля российской финансовой помощи еще больше, 50%. Отдельно в систему бюджетных отношений не входят пенсионные выплаты, это еще более 3 миллиардов рублей. 4. Даже, эта цифра, она уменьшается в силу смертности, но тем не менее она достаточно серьезная. Кроме того, я могу как министр иностранных дел сказать, что огромную поддержку нам оказывает Министерство иностранных дел Российской Федерации в лице министра. Это каждый день оперативная поддержка по разным вопросам, поддержка расширению наших международных контактов. И без Российской Федерации эту работу очень трудно будет выполнять и практически невозможно, поэтому мы это очень ценим и поддерживаем. У нас при всем при этом накопленном багаже результатов есть большие перспективы у нашего взаимодействия с Российской Федерацией. Россия огромное государство, федеративное, 89 равноправных субъектов федерации. Представляете, сколько можно еще сделать и как можно качественно наполнить наши отношения и с регионами, и на федеральном уровне, и в самых разных сферах деятельности, где у нас есть очень серьезный потенциал. Действительно, соглашусь, что надо очень объективно оценивать, защищать наши национальные интересы и на этой базе дополнительно укреплять и развивать наши отношения с Россией. Да. Спасибо. Вот я хочу реплику по поводу вопроса, который сейчас комментировал Сергей Миронович. Я, кстати говоря, могла бы немножко обойти этот вопрос как ведущая, да, я стараюсь быть очень объективной. Вообще обидно, что не пришли сегодня представители оппозиции. Да, вот по поводу того, что иногда мы начинаем бурлить не совсем в нужный момент, абсолютно не учитывая ситуацию и так далее. Но с одной стороны, мне кажется, что хорошо, что в нашем обществе есть такая чувствительность большая,
И всегда наши люди, видимо, это результат нашей истории, мы всегда боимся потерять что-то, потому что мы всегда теряли. Такова наша история. И когда люди боятся принятия каких-то решений и думают, что это может, так сказать, идти вразрез с нашими национальными интересами и так далее, эта чувствительность, она очень объективно существует, и она мне понятна. Другое дело, что, конечно, всегда найдутся люди, которые, возможно, хотят заниматься профессионально политикой, но не очень профессионально это делают и пытаются каждый раз, когда не хватает собственного конструктива, нечего предложить, они пытаются ввести людей в заблуждение. И получается, что они вот как раз-таки манипулируют тем, что люди очень чувствительны, очень патриотичны, и всем хотелось бы, чтобы наши национальные интересы были защищены. Но это процесс. Мы прекрасно понимаем, что сразу взять и защитить все наши интересы, чтобы все было стабильно, и никто ничего не менял, никаких рисков и угроз не было, такое не бывает. Главное, как мы в этом процессе себя позиционируем, как себя ведем, и как мы и правильно тоже, опять же говорю, информируем наше общество обо всем, что мы делаем, в том числе вот в сфере дипломатии тоже. Пожалуйста. И есть у меня вопрос по поводу базового договора между Россией и Абхазией. Есть соглашение о сотрудничестве, в том числе в военной сфере. Вы немножко про это сказали, Сергей Миронович, но я хотела бы дополнения. Что можете сказать о реализации этих соглашений, о модернизации вооруженных сил Абхазии? Вот этот вопрос еще острее звучит, учитывая нынешние реалии. И в контексте моего вопроса еще об упущенных возможностях, если скажете. Ну, об упущенных возможностях я коротко сказал. У нас были хорошие возможности, и сегодня ситуация могла бы быть другая, но мы сами же допустили много ошибок. Сейчас, вот последнее время, последние годы, вот, при Аслане Георгиевиче Бжане делается все для того, чтобы укрепить нашу обороноспособность. Это и сооружения фортификационные определенные, и увеличение бюджета, и строительство там казарм, и многие другие, о которых сейчас все не могу я сказать, но я однозначно могу ответить за свои слова, если это нужно будет в каком-то узком кругу со специалистами, которые хотят более точно узнать, понять информацию, делается максимально возможное, то, что в наших силах. Понятное дело, что содержание Министерства обороны это требует больших финансовых вложений. У нас недостаточно сил для того, чтобы создать такую армию, которая нам нужна для того, чтобы гарантировать нашу безопасность. Но у нас есть стратегический союз с Россией, и мы уверены. Кстати говоря, после если вы помните, до 2008 года какая была ситуация, когда мы своими силами охраняли границу по реке Ингур, люди, значит, отрывались от своей работы и вахтенным методом осуществляли там ротацию, путем ротации охраны этой границы, сколько было диверсий, Терактов, сколько да. людей погибло за это время после войны. После 2008 года все это прекратилось. И когда речь идет о том, как себя поведет Грузия, не улучшаются ли взаимоотношения России и Грузии, почему такое вдруг потепление, не повредит ли это нашим взаимоотношениям. Все эти вопросы сегодня в обществе возникают. Мы об этом тоже можем поговорить, кстати зададим такой говоря. вопрос тоже. Да. Можно? Пожалуйста, Дополню, давайте, да, в отношении давайте. военной составляющей действительно, к сожалению, надо констатировать упущенные возможности. Не создана полноформатная объединенная группировка войск. Мы просто можем привести пример взаимоотношений Российской Федерации и Республики Беларусь. Это то, что происходит сейчас в эти дни. Это создание единого контура безопасности. Даже Южная Осетия, посмотри. Да, даже Южная Осетия. Ну почему даже? Южная Осетия Даже потому, что независимое у государство. нас одинаковая ситуация, с ними стартовая была. Что касаемо Республики Беларусь, к примеру. А что там ситуация лучше?
Вы сказали стартовое В плане сотрудничества в этой области лучше. лучше, да? Более тесная, да. А что касаемо Беларуси, я хотел просто проинформировать, что Российская Федерация разместила тактическое ядерное оружие на западе Белоруссии с радиусом действия 500 километров на границе с Польшей. Республика Беларусь выходит на беспрецедентный уровень военно-технического взаимодействия с Российской Федерацией. Российская Федерация за счет такого благожелательного отношения белорусов оборудует белорусскую армию ракетными комплексами «Искандер-М», зенитными ракетными установками С-400, модернизированными штурмовиками Су-25. Это тот уровень военного взаимодействия, который сегодня существует. Это вы в контексте об упущенных возможностях? Да, сейчас я продолжу. Да. Значит, мы такую возможность выйти на такой уровень упустили в свое время, и мне просто интересно послушать аргументы тех людей, которые на тот момент не поддержали это решение. Сегодня мы находимся в ситуации, когда у нас нет полноформатной объединенной группировки войск, и это действительно сказывается на нашей безопасности. Вот то, что Россия и Беларусь договорились об этом, это же выгодно и России, и Белоруссии. Если бы Россия и Беларусь не договорились об этом, это было бы выгодно недружественным государствам. А то, что у нас сегодня нету совместной объединенной группировки войск, это оказалось выгодно недружественному государству нашему. Это нам сегодня, на сегодняшний день невыгодно. К сожалению, у нас нет этой группировки, и можно брать пример с Белоруссией, с Россией, с этого очень серьезного уровня военно-технического взаимодействия на будущее. Спасибо. Интересно. Я сейчас вспомнила, вот я возвращаюсь к нашей армии. И правда, это очень серьезная проблема. В деталях обсудить мы не можем, и, может быть, даже вдаваться в детали о том, вот если упущенные возможности, почему же так получилось? В чем причины вообще? Ну, есть причины. Видимо, не обо всем мы можем говорить, да? Хорошо, но я вспомнила, вот, на самом деле, вот, очень интересную китайскую пословицу. Китайцы говорят так: это дерево надо было посадить 20 лет назад. Ну, давайте мы посадим его сегодня. Ну да, придется. Вот так вот они говорили. И вот то, что вы говорите, что сейчас активно вот занимаются, конечно, возможности, опять же, мы говорим о возможностях, но все время оглядываться назад, вот тогда не сделали и так далее. Мы это вынуждены говорить. Бывает, что вынуждают иногда это говорить, а на самом деле мы понимаем, что это очень большая проблема. Мы в любом случае, как можем, но должны строить свою армию и развивать свою армию. Понимаем, что реально сейчас создать такую армию, которая может обеспечить нашу безопасность, это очень сложно. Но мы должны иметь, пусть небольшую, но армию профессиональную, и так далее, и так далее. То есть не будем сейчас это обсуждать, но это очень важный вопрос. И жаль, что мы вынуждены говорить об упущенных возможностях, а не, скажем, там, гордиться тем, что нам удалось в этом вопросе продвинуться далеко вперед. Но есть объективные обстоятельства тоже, которые, наверное, этому способствовали. Я продолжу эфир, или вот если хочешь, пожалуйста. Я бы спросила, вот немного Инна Албатович сказала о взаимоотношениях с Белоруссией. Вот в последнее время наметилась активность в контактах с Республикой Беларусь. Вот насколько мы продвинулись во взаимодействии, или это многоходовое такое действие с неопределенным результатом? То есть взаимодействие многоходовое с неопределенным результатом. Так часто говорят, да. Ну, в политике часто бывает, что результат непредсказуем, и могут быть разные варианты развития событий, но я вам могу сказать, проинформировать, что, как известно, Александр Григорьевич Лукашенко прибыл в Республику Абхазия. Это был беспрецедентный визит, глава нашего государства принимал Александра Григорьевича. Затем уже в Минск направилась делегация во главе с президентом Республики Абхазия, и были намечены, определены очень серьезные, большие направления нашего взаимодействия. Это касается и инвестиционного сотрудничества, торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере информационных технологий, образования, здравоохранения и даже взаимодействия между министерствами по чрезвычайным ситуациям. Это все наша каждодневная работа, и мы, как МИД Абхазии, осуществляем координацию этой работы. Поэтому мы создаем сегодня фундамент для того, чтобы выстраивать полноформатные отношения с Республикой Беларусь. Этот фундамент поэтапно создается, и мы уже выходим на определенный результат. Кстати,
не помню, кто-то из представителей оппозиции заявил, что вот сначала признание, а потом уже все остальное. Но такой подход очень странный. Как мы можем заинтересовать государства-партнера, если мы не будем развивать с ними экономические инвестиционные отношения? Сначала фундамент, а потом уже установление межгосударственных отношений. Поэтому у нас очень серьезная перспектива. Мы с позитивом смотрим на это важнейшее стратегическое направление нашей внешней политики. Сегодня мы создаем этот фундамент достаточно активно. Вот в ближайшее время будет запущен торговый дом. Конечно, есть определенные сложности, правовые, юридические, но мы постепенно их преодолеваем, поэтому смотрим с большим позитивом на установление системы полноформатного сотрудничества с Республикой Беларусь. Да, так мы двигаемся, но еще надо продвинуться серьезно. И все хотят, понятно, признания, понимаю, сложно. Сергей Миронович, можете знаете, продолжить. вот Белоруссия при всех наших ожиданиях и разочарованиях, надо все-таки признать, в то время, когда все нам объявили блокаду, в том числе и Российская Федерация не поддержала тогда. Это 96-й год. В 96-м году, да, не поддержала и не участвовала в этом. Поэтому, а говорить о признании, прежде чем об этом говорить, нужен какой-то путь пройти, какие-то взаимоотношения наладить. И мы говорили о том, что да, мир сегодня настолько меняется, сейчас трудно что-то прогнозировать. А сейчас нужно нам правильно выстроить нашу политику, чтобы потом пожинать плоды. Совершенно правильно, да. Если позволите, да, я еще хорошо. добавлю по Давайте. поводу экономического взаимодействия между Россией и Беларусью. Это для нас тоже хороший пример, помимо военного взаимодействия, о котором я рассказал. Вот представьте себе, что между Россией и Беларусью существует 28 союзных программ. 28 союзных программ. Это всеобъемлющее экономическое взаимодействие. Это и макроэкономика, и налоговое администрирование, и таможенное регулирование. Единые подходы к госзаказам. Это формирование единого рынка газа и нефти. Это ведь выгодно и России, и Белоруссии. Это выгодно именно двум субъектам союзного государства. Нет никакого там покушения на государственный суверенитет. Это та формула, которая работает, и, например, Республика Беларусь более эффективно решает свои внутренние вопросы за счет участия в союзном государстве. Поэтому я просто хотел сказать, что в современном мире без участия в международных организациях, в интеграционных объединениях нам будет очень тяжело. И вы видите, что происходит перераспределение экономической и политической мощи постепенно от стран коллективного Запада к развивающемуся миру, к России, к Китаю, к Индии, к Бразилии, к Южноафриканской Республике, к Аргентине, к Ирану, к Турции. Это все страны, которые получают мировой ВВП, он уходит вправо, если смотреть на карту. И в этой ситуации вот эти развивающиеся страны создают интеграционные объединения для того, чтобы более эффективно решать свои внутренние вопросы, которых очень много у каждой страны. И как же нам решать, например, наши вопросы, которых у нас огромное количество, без участия в межгосударственных объединениях? Я к тому, что очень много вопросов про союзное государство, например. И субъекты союзного государства укрепляют свой государственный суверенитет, а не теряют его. Это очень важный тезис, и это действительно взаимовыгодное сотрудничество. А вот неучастие в таких объединениях – это действительно большой риск. И неправильная стратегия внешней политики, на мой взгляд. Я вот хотел здесь добавить и напомнить, что вот наш курс на такое сближение с Россией был определен еще первым президентом Владиславом Мардзенбо, который неоднократно говорил и в публикациях, и в газете «Республика Абхазия», которая органом государственной власти является печатным, о том, что наше будущее в ассоциированных отношениях с Российской Федерацией. Сегодня мы по-другому это воспринимаем, этот тезис. Мы его воспринимаем как сближение нашего законодательства, гармонизации, которую назвали. Вот. Мы сегодня не говорим об ассоциированных отношениях с Россией, но мы должны быть участниками вот этих интеграционных процессов, которые могут выстраиваться после окончания вот этого процесса, в котором сегодня задействованы глобальные мировые силы, вот это переустройство мировой системы, которое
никогда в истории мимо нас не проходит, потому что я уже неоднократно говорил, что мы живем в таком, то есть география наша судьба, как говорится, потому что мы живем на берегу Черного моря, а Черное море, так же как Средиземное море, это регионы, где всегда варилось большой такой бульон международных противоречий, взаимоотношений, войн, победы, установления новых каких-то союзов, распад старых и прочее. Да, в течение, наверное, огромного периода этот регион, он большой, конечно, он был такой, Несомненно. самый такой, скажем, горячий, С древних- жаркий, с активный и древних очень времен. агрессивный и культурный при С этом. древних времен. Да, Да, можно я времен. приведу пример очень Да. важный, который недавно вот буквально произошел? Это в качестве примера беспрецедентности момента, в котором мы сейчас живем. Вот премьер-министр Армении официально объявил о том, что Армения готова признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Мы не могли такое представить еще пару лет назад, чтобы премьер-министр Армении такое сказал. Кстати, в Армении многие восприняли это негативно, такое заявление, потому что еще в 1992 году Верховный Совет Армении принял постановление, согласно которому любой международный, межгосударственный документ или внутренний нормативно-правовой акт, где Нагорный Карабах признается территорией Азербайджана, на территории Республики Армения является недопустимым к исполнению. То есть получается, что заявление премьер-министра Пашиняна противоречит постановлению Верховного Совета Общество Армении. как восприняло это? Общество восприняло очень негативно, потому что Пашинян сказал, что готов признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Это действительно беспрецедентное событие. К чему я это привожу в пример? К тому, что мы живем в эпоху очень жесткой геополитики. То, что произошло с Нагорным Карабахом, является результатом геополитического консенсуса. И если кто-то плохо понимает то время, в котором мы живем, действительно последствия могут быть достаточно трагическими. А то, что произошло с Нагорным Карабахом, и является трагедией. Если вспомнить, какое количество ребят полегло и к какому результату это привело. Но я здесь хочу добавить, вместе с тем, очевидно, выстраивается новая реальность в этом регионе, в Кавказском, в частности. Мы говорим о том, что по всему миру могут произойти изменения, но на наших глазах начинается новый процесс в нашем регионе, когда, с одной стороны было сказано, что Армения признала, что потеряла Карабах, но, видимо, это делается с пониманием того, что вернуть его – это новые кровопролития, новые жертвы. А взамен этого Армения получает возможность участвовать в экономических этих процессах, которые зарождаются сейчас в этом регионе, в котором участвует Россия, Азербайджан, Армения, Турция, другие страны, потому что выстраиваются, мы видим, коммуникации новые по направлению, вернее, давно забытые старые, которые были когда-то прекращены из-за того, что Россию вытесняли из этого региона. Сейчас Россия новые коммуникации выстраивает по направлению север и юг. И в этих коммуникациях согласились участвовать вот эти страны Южного Кавказа. Эти коммуникации, к сожалению, мимо нас прошли по Северному Кавказу. Хотя наиболее простой, привлекательный путь был бы через Абхазию. Но, к сожалению, нужно разговаривать. Знаете, я ведь много раз говорил и подвергался из-за этого критике. Я говорил, что нужно разговаривать с нашими соседями, в том числе и в первую очередь, наверное, с Грузией, с которой у нас есть. Если есть конфликт, для того, чтобы решить конфликт, нужно разговаривать или воевать. Воевать мы не хотим. Мы хотим путем дипломатического диалога выстроить выгодные для нас отношения. Вот вы помните, что концепция была новая, из которой оппозиция потребовала удалить вообще вопрос о том, что на разных уровнях можно разговаривать. Хотя это продолжается и сегодня. Такие контакты существуют на неправительственном уровне. Вот, это очень непопулярная, должна сказать, точка зрения. Я понимаю, что Общество непопулярная. Знаете, говорят, отвергает полностью, пускай сперва признают независимость Абхазии. Но знаете, вот между Советским Союзом и Японией тоже не был заключен мир
мирное соглашение, но торговые отношения, культурные, всякие другие очень даже интенсивно и активно развивались. После Второй мировой войны, несмотря на те события, которые происходили, Советский Союз и Федеративная Республика, я уже не говорю о ГДР, тоже дипломатические взаимоотношения установили, и торговые, и все это происходило. Для того, чтобы это было, нужно разговаривать. Сергей Миронович, я вот читаю очень много на нашем сайте, даже на сайте абхазского телевидения. У нас столько подписчиков из Грузии и столько подписчиков с Украины, вам должна сказать. Но просто вот такое количество людей, и когда ты не слышишь, ну, я не знаю, ни одного человека услышать нормального, адекватного, это просто невозможно. И ты начинаешь думать, все, что ли, сошли с ума? С кем вообще разговаривать? А вы там? вот в нашем обществе нормальных людей многих слышите? Ну, многих. Не Почему? многих, я бы сказал, потому многих. что нормальные люди, многие просто помалкивают. К сожалению, бывает так. Да, это, конечно, Ну, вы сложный сейчас накличите вопрос. на себя беду. Да я знаю, я много Да, раз это, привык кстати к этому. говоря, вы высказывали такую точку зрения давно, вот, и, может быть, это вопрос, который надо даже отдельно, даже не вот в таком, ну, таком, формат у нас немножко широкий сегодня, да, давайте. Да, я хотел по поводу Грузии сказать. Вот мы с Сергеем Мироновичем часто вспоминаем август 1997 года, когда было подписано совместное заявление Владислава Григорьевича Ардзенба и Эдуарда Шеварднадзе. Значит, в этом совместном заявлении, что на тот момент действительно было достаточно серьезным достижением, указывалось, что стороны, кстати, слово «стороны» тоже в дипломатии имеет большое значение, которое там в совместном заявлении было. Стороны отказываются от применения силы при решении спорных вопросов. То есть на тот момент, после подписания этого заявления, можно было даже сказать, что Грузия и Абхазия более не находятся в состоянии войны. Даже такой вывод можно было сделать на основании такого заявления. Но сегодня, учитывая, что делает коллективный Запад пытается создать такое огненное кольцо вокруг России. Они хотят, чтобы Россия отвлекала свои деньги, армию на множественные конфликты. Есть такая стратегия тысячи порезов в китайской философии, когда создаются локальные, но очень болезненные конфликты. И американцы, если у них получится в Молдове, они создадут в Молдове этот конфликт. У нас на Южном Кавказе, значит, запустят у нас. И в этой связи, учитывая эту стратегию Запада, которая абсолютно явная и всем очевидная, мы, конечно, должны требовать в этих условиях подписания соглашения о неприменении силы. Это я уже перехожу к женевским дискуссиям, где это камень преткновения до сих пор. И мы требуем, чтобы мы подписали с Грузией это соглашение. Оно взаимообязывающее. Это все-таки более высокий уровень, чем совместное заявление. Это взаимообязывающее соглашение. Но, к сожалению, и для нас это тоже определенный сигнал, Грузия отказывается подписывать это соглашение. Это означает, что Грузия, возможно, рассматривает разные варианты развития событий. Мы знаем, что в Грузии достаточное количество радикалов. Достаточное количество радикалов воюет сегодня на территории Украины, грузинской национальности, которые записывают соответствующие видеообращения и так далее. И мы, когда на все это смотрим, мы все это анализируем, мы понимаем, что нам нужно это соглашение, и тогда у нас будет определенное понимание во взаимоотношениях с Грузией. Мы требуем подписания этого соглашения. Вот сейчас я не помню, кто недавно, вот я читал, кто-то из западных политиков сказал о том, что закончится там события на Украине, белорусские участники, которые на стороне Украины воюют, они вернутся в Белоруссию, и тогда, типа, мало не покажется, они это... То же самое может произойти и в Грузии, там ведь грузинские тоже легион воюет, которые, вернувшись после этих событий в Грузии, мы не знаем, как дальше будут развиваться события. Поэтому для нас, конечно, очень важно придерживаться этого курса на сближение, на союзнические отношения с нашим стратегическим союзником. Да. Вы сами уже меня подвели вот к следующему вопросу.
быть соседями не означает быть близкими. Так у нас произошло, значит, с Грузией. Мы, в принципе, превратились в врагов. И вопрос, который волнует, возможно, даже всех, не многих, а всех. Дело в том, что вот начавшаяся оттепель в отношениях между Россией и Грузией, это волнует и беспокоит многих людей, нас всех, и мы, конечно, с какой-то тревогой восприняли последнюю информацию. Это безвизовый режим, значит, к которому, значит, оказалось, что Россия готова, политическая элита, руководство страны, и это начато, и еще, значит, возобновлены, вернее, авиаполеты между Москвой и Тбилиси, да? И вот в этой связи, что значит наша тревога, наши волнения? Вот хотелось бы услышать ваш подход, ваше понимание, ваше видение. Это на самом деле какие-то новые вызовы для нас, какие-то ожидания не самые-самые позитивные, положительные, или, может быть, даже в этом какой-то содержится конструктив, который не должен вызывать у нас опасений вот таких серьезных. Как вы это понимаете? Да, если позволите, я прокомментирую. У нас с Российской Федерацией работает механизм внешнеполитических консультаций между МИДами Республики Абхазия и Российской Федерации. Разумеется, мы такие вопросы обсуждаем, мы информируем российских коллег, и российские коллеги информируют нас. Мы заранее знали о подготовке соответствующего указа президента Российской Федерации. Я хотел бы наших соотечественников тоже проинформировать о том, что российская сторона нам сообщила заранее, что это гуманитарное решение, связанное с гуманитарными просьбами многих лиц грузинской национальности, имеющих в том числе российское гражданство. И это было решение продиктовано именно гуманитарными соображениями. Это первый пункт. И второй пункт, что данное решение никоим образом не влияет на двусторонние отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Это принципиальный вопрос для нас. Кроме того, коль скоро мы союзники и доверяем друг другу, мы действительно должны по-настоящему доверять, и мы доверяем Российской Федерации. Я значительное время проработал в администрации президента Российской Федерации, могу с уверенностью сказать, насколько с любовью и с теплотой относится к Республике Абхазия. Это не просто записано в фундаментальных соглашениях, это в сердцах у россиян и у нас. Поэтому, коль скоро мы доверяем друг другу, я бы предложил не переживать на этот счет. Сергей Миронович, ваша позиция? Ну, знаете, уже много раз сказано было, что нет постоянных врагов и постоянных друзей в политике. И грузинские политики, они, в отличие от нас, всегда умели правильно выставить парус, чтобы поймать попутный ветер. Да, и я как-то давно говорил, что еще наступит время, когда опять очень близкие отношения будут между Грузией и Россией. Нам надо сделать так, чтобы наш стратегический союзник не усомнился в том, что мы верно следуем заданному первым президентом курсу на не интеграцию, а на сближение с Россией. Вот маленькое государство всегда должно выстраивать свою политику с учетом своих возможностей и с учетом возможностей своих соседей. Вот да, у нас с Грузией разная история была, но во всем мире воюют между собой и враждуют именно соседние страны. Ну да. И никогда не было такого, чтобы, ну я не знаю, какие государства есть, между которыми не было конфликтов и войн. Конфликтов и войн, союзов, опять, которые распадались, воевали. Так что это все приходящее. Надо правильно выстроить свою внешнюю политику. Вот интересно, как вы думаете, почему вот грузинское правительство
изменила траекторию отношений с Россией. Я читаю, слушаю, понятно, мы все вот в интернете, председатель их правительства на этом форуме экономическом в Катаре, он заявил о том, что экономика Грузии рухнет, если Россия, вернее, Грузия присоединится к антироссийским санкциям. На самом деле речь идет о спасении грузинской экономики, или все-таки есть другие причины, о которых они не говорят? Есть еще другие причины? Ну, в первую очередь речь идет о безопасности грузинского государства. Уже совершенно очевидно, что всякие проекты по вхождению в Европейский Союз и в НАТО, они могут привести примерно к тому же, к чему пришла Украина. Грузия такого натиска не выдержит проблем. Это раз. Второе, экономика тоже. Вот за первый квартал этого года товарооборот между Россией и Грузией вырос более чем на 70%. А вот во внешнеполитической доктрине российской, которая была признана в прошлом году принята, там говорится прямо в этой доктрине, концепции, там прямо говорится, что товарооборот между Грузией и Россией вырос более чем в 2 раза. Понимаете, какие возможности экономические для Грузии эта ситуация дает? Это раз. И первое, и самое главное все-таки, это вопросы ее безопасности. Скажите, вот председатель правительства Грузии, он сказал, что товарооборот Грузии составляет с Россией в год около 1 миллиарда долларов. Около 1 миллиарда долларов. Президент Зурабишвили называет совсем другие, да, вот цифры. 300 Она миллионов, говорит 200-300 миллионов вот, и так далее. И вообще, я хочу спросить, как вы думаете, есть вот такой на самом деле конфликт серьезный между президентом и правительством Грузии, или же это какая-то внутренняя договоренность? Кто-то играет на европейский вектор, а кто-то на Россию. Давай. Ну, тоже правильно. скажу вам с точки зрения политической реальности, которая сегодня происходит, с точки зрения правительства, возьмем вначале правительство и его руководителя, они исходят из соображений экономической целесообразности, безусловно. Если бы Грузии было бы это экономически невыгодно, то они бы этого всего не делали. То есть они видят источник экономической активности, источник наполнения бюджета грузинского в Российской Федерации. Это адекватная их позиция, они ее развивают, и она связана действительно с экономической целесообразностью. А другой вопрос – идеология и идеологическая составляющая. Европа и евроинтеграция – это тезисы, записанные в Конституции. То есть это общество грузинское, которое действительно нацелено цивилизационно в сторону Европы. Это произошло вот за последние десятилетия. Это так называемая перепрошивка общественного сознания, которая, как правило, происходит с использованием некоммерческих организаций. Именно поэтому мы за ними так внимательно следим. И если говорить о цивилизационном выборе, действительно, грузинское общество имеет крен в сторону евроинтеграции, а не в сторону России. Россия воспринимается как экономический партнер, и мы это абсолютно четко видим. А что касается вот межэлитных конфликтов, которые они происходят, они действительно существуют. Госпожа Зурабишвили является человеком, который опекается западными кураторами. Это все прекрасно понимают и знают. И ее биография тоже хорошо известна, и абсолютно очевидно, что она зачастую просто отрабатывает задачи, которые ставит посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии. А правительство выстраивает более прагматичную экономическую политику. Правительство отвечает за что? За заработные платы, за экономическую ситуацию. Вот они и решают экономические проблемы. А госпожа Зурабишвили, у нее другие задачи, у нее задачи общего характера, она не отвечает за вопросы бедности, образования, здравоохранения, у нее вопросы абстрактные. Поэтому я бы исходил из того, что грузинское правительство старается
решать проблемы, задачи, которые перед ними стоят. А госпожа Зурабишвили, она в большей степени делает вот идеологического То есть характера вы заявления. считаете, что у них серьезные разногласия? Абсолютно серьезные разногласия. И самое еще важное, что я хотел сказать, что все-таки, несмотря на курс на евроинтеграцию, зарождается в грузинском обществе и евроскептицизм тоже. Евроскептицизм. Связан он с тем, что Европейский Союз постоянно высказывает определенные обещания. Мы помним, как годами Турцию принимали в Европейский Союз, как это выглядело оскорбительно для руководства. И в итоге решение принимает руководство просто оставить эту тему. И я думаю, что шансы, что Грузия вступит в Европейский Союз, они стремятся к нулю, безусловно. И в определенный момент вот эти настроения, связанные с евроскептицизмом, они в грузинском обществе тоже будут развиваться. Это мы тоже должны учитывать и очень внимательно относиться к этим прогнозам. Спасибо большое. Но правительство можно назвать евроскептиками их, если... Или нет? Ну, на самом деле, может быть, чисто экономические соображения и боязнь военной агрессии, понятно, там, изменение границ и так далее, и так далее. Сергей Миронович... Все будет зависеть от того, как будут развиваться события на Украине. Госдеп США и Мы-то знаем, как они Евросоюз будут развиваться, но грузинское руководство, видимо, пока еще не совсем определилось. Да, я все-таки склонна думать, что там идет и внутри Игра. страны тоже очень большая игра, потому что Большая вот игра само вообще общество мы грузинское очень плохо знаем. Вообще идет большая политическая Да, игра. да, внутри самой страны тоже. Внутри самой страны всех игроков тоже. сегодня, участвующих в этом процессе, больше 50 стран. Госдеп США и Евросоюз угрожает Грузии ввести санкции, если сближение с Россией продолжится. Как вы думаете, это реально? А если Россия санкции ведет? Да. Нет, ну, Они просто смотрят, Россия, так. они смотрят, с кем выгоднее сейчас иметь отношения. Нет, ну, России тоже выгодно, потому что сейчас практически, как вы сказали, кольцо, Огненное кольцо, да. кольцо Ну, создают вот, вокруг России и так интересы- далее. Любой прорыв, любое Конечно. окно очень важно. Интересы совпадают. Да, интересы совпадают. Но да, вот я, конечно, хочу лучше знать это общество, о котором мы сейчас говорим, потому что там же выросло не одно поколение, но Ну, после развала знаете, Советского Союза, правильно. которое выучилось в Европе, они все время ездят туда, у них английский язык, понятно, русский язык уже вытеснен оттуда, они говорят на английском языке, и им, этим новому поколению близка Европа, близок все-таки Запад, а не Россия. Борьба ценностей начинается. Так и есть. Ну нет, все-таки большая часть грузинской истории связана с Россией и Советским Союзом. Может, это лучшие страницы ее истории, кстати говоря, поэтому это тоже нельзя исключать. И я думаю, что все-таки, как я уже сказал, в Грузии будут нос держать по ветру. Да. Ну, наверное, И это Ну, правильная Ирина Шутовна, политика. я с Ириной Грузинское Шутовной соглашусь, общество- все-таки там уже другое поколение Грузинское выросло. У них общество- нет ностальгии по Советскому Анна, Союзу. ну, там внутри Грузи- общества будут большие проблемы в любом случае. Не знаю, когда, но будут. Да. Ну, Общество- общество многослойное, есть и молодежь, Вот. есть и старшее поколение. Скажем, те люди, которые вышли на акции протеста недавно, это такие проамериканские, прозападные люди, которые вышли против принятия соответствующего законопроекта о прозрачности деятельности НПО. Вот они и вышли, это действительно молодежь, и очень многие эксперты говорят о том, что смена власти в ближайшее время неизбежна в Грузии в связи с тем, что критическая масса журналистов, лоббистов, молодежных организаций, она уже накоплена. Это, знаете, как произошло в Киеве. В определенный момент их стало столько, этих людей, которые работали в разных этих организациях, в том числе в НПО, что революция оказалась неизбежна. И похоже, что, к сожалению, в Грузии тоже критическая масса таких людей накоплена. Вы обратите внимание, как они сорвали принятие законопроекта. Они это сделали очень быстро, эффективно, очень Нет, быстро они не собрались. сделали.
Это не они сделали, там было соглашение на другом уровне принято. Но я бы сейчас не стал бы говорить о грузинском обществе, потому что оно достаточно непредсказуемое, так же, Да, как и просто наше. в Так что целом лучше вот вернемся. оттепель, которая наступила, вот она, ну, нас тревожит, понятно, поэтому мы С одной сами, стороны, наверное... с другой стороны, можно, знаете, как, все-таки я как думаю, что когда идет потепление, когда интересы сторон совпадают, когда начинается торговля, какие-то другие отношения, это дает больше гарантии стабильности и безопасности. Может, оно и к лучшему будет, посмотрим. Трудно предсказывать сейчас, что Да, будет. делать какие-то... Я все-таки уверен, что Россия в этой непростой ситуации, в которой она находится, противостоять тоже всему западному миру, докажет свою правоту, и мир начнет меняться. А как это все будет дальше происходить, ну, мы с вами, надеюсь, увидим еще. Да, и вот в этих изменившихся как раз-таки условиях, на этом фоне, в этом контексте, мы тоже должны, наверное, как-то поменяться, да, вот давайте попробуем, наверное, мы уже больше часа, я так думаю, да, вот сидим. Да, Вот, да. час мы в эфире. Да, будем подводить итоги, наверное. Может быть, мы наметим приоритеты, вот какие, вот в какой-то краткосрочной перспективе, скажем, приоритеты нашей дипломатии, нашей внешней политики. Хотелось бы об этом сказать. И сказать, вот очень хотелось бы что-то новое в нашей дипломатии. Вот сейчас вот происходит или будет происходить. Вот об этом хотелось бы Сколько у меня услышать. времени? Пожалуйста, говорите. Спасибо. Могу сказать, что нашим традиционным ключевым приоритетом остается качественное наполнение наших отношений с Российской Федерацией, активизация всех переговорных треков, как принято у дипломатов говорить. Безусловно, белорусское направление представляет огромный интерес для нас. И мониторинг за союзным государством, как оно развивается. Сейчас не буду перечислять всех наших традиционных партнеров, с кем у нас есть дипломатические отношения. Это и Сирия, это и Южная Осетия, это и латиноамериканские страны. С ними со всеми у нас очень добрые, хорошие отношения. Мы будем стараться их наполнять качественным содержанием. Если говорить о новых и перспективных направлениях, тут тоже всего не скажешь, учитывая, что Министерство иностранных дел Грузии мгновенно реагирует на наши новые инициативы своими нотами, но могу сказать достаточно открыто, что у нас очень хороший диалог с ближневосточными государствами. Вот совсем недавно была встреча с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Москве у меня, и это очень теплое, хорошее, дружеское общение, которое постепенно у нас обязательно перейдет в... Я думаю, что экономические, инвестиционные проекты, для того, чтобы мы привлекали наших друзей из Эмиратов. И есть большое количество других стран Ближнего Востока, с которыми мы поддерживаем диалог. Это и Палестина, это и Ливан, это и Йемен, это Иран. Это все страны, с которыми у нас будет серьезная перспектива. Кроме того, сейчас для нас открывается африканский континент. Это очень перспективное направление. Африка развивается. Во многих странах Африки ВВП на душу населения уже больше 10 тысяч долларов. То есть это абсолютно современные государства. Это и Сейшелы, и Экваториальная Гвинея, и Южноафриканская Республика. Это страны, которые активно развиваются. Развивают туризм, кстати, как и мы. Например, Сейшелы развивают добычу полезных ископаемых. Поэтому в самое ближайшее время у нас будут контакты с африканскими государствами. Мы приглашены на саммит Россия-Африка, где будут присутствовать в Петербурге президент Российской Федерации Владимир Путин и лидеры африканских государств. Делегация Республики Абхазия по поручению президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжани будет участвовать в этих процессах, и мы надеемся на то, что у нас получится вот с африканцами выстроить правильные отношения. Поэтому достаточно много перспектив. В завершение хотел сказать по женевским дискуссиям, поскольку наших соотечественников этот вопрос интересует. У нас разные периоды бывают на Женевской площадке. Зачастую мнение Абхазии, Южной Осетии и даже Российской Федерации им просто пренебрегают, относятся без всякого уважения, не информируют нас относительно даты проведения переговоров, переносят переговоры несогласованно. И мы отвечаем симметрично. И после нескольких наших таких ответов к нам стали относиться более
внимательно. И сейчас даже пришел запрос, я об этом еще нигде не говорил, поэтому эксклюзив для абхазского телевидения, от сопредседателей Женевских Вы дискуссий. долго к нам шли. Долго должна шел и сказать. подготовился. Долго. Значит, сопредседатель Женевских дискуссий и старший советник Государственного департамента США Луис Боно запросили приезда в Республику Абхазия. Луис Боно – это человек, который был назначен Энтони Блинкеном, это высокопоставленный сотрудник Госдепа США, поэтому в рамках Женевской площадки, в рамках Женевской повестки мы готовы к обсуждению волнующих вопросов. У нас очень много вопросов, которые мы хотим задать коллегам. В частности, это свобода передвижения наших граждан по миру, признание нашего национального паспорта. Хваленная американская демократия, я думаю, должна все-таки обратить на это внимание, потому что свобода перемещения наших граждан ограничена в связи с тем, что не у всех есть российский паспорт, а у тех, у кого есть российский паспорт, сейчас тоже проблемы с передвижением, с получением виз. Поэтому есть ряд вопросов, которые будем обсуждать, и надеюсь на то, что какие-то результаты от этой площадки у нас будут в перспективе. Спасибо большое, Сергей Миронович, за завершающее слово. Ну, знаете, еще раз скажу, что всем очевидно, мы находимся в таком бурном потоке политических, внешнеполитических событий, которые происходят в мире, и можем попасть в водоворот таких событий, которые может нас засосать в эту пучину, и мы можем потерять все свои завоевания. Поэтому нам нужно здесь очень мудрую внешнюю политику проводить, не ошибаться, строго придерживаться того курса, который мы 30 лет придерживаемся, на союзнические отношения с нашим великим соседом. Это государство, ядерная держава, самая большая страна в мире, член Совета Безопасности ООН. И это гарантия нашего сохранения. Да, спасибо большое. Анна, Я задала все свои вопросы. да, ты задала все свои вопросы. Ну, спасибо вам огромное за интересную беседу. В основном со всем, что вы говорили, я согласна. Может быть, по некоторым вопросам у меня есть другая позиция, но я, скажем так, вот немножко в позиции сейчас журналиста, ведущей и так далее, поэтому позиционировать себя вот в качестве политика и так далее я не хотела бы, но хочу две какие-то формулы вывести, которые я хотела бы услышать, может быть, я сама об этом скажу. Внешняя политика не бывает без внутренней политики. Мы все читали классиков и знаем, что внешняя политика – это продолжение внутренней политики. И поэтому, конечно, учитывая ситуацию, в которой все находятся, и мы находимся, это очень сложная, абсолютно международная ситуация, мы должны очень много вопросов своего внутреннего развития решать и решать по-другому. И для нас очень важна внутренняя стабильность, без которой такая выверенная, какая-то твердая внешняя политика или дипломатия, мне кажется, это невозможно. И еще, конечно, что касается и Министерства иностранных дел, и нашей политической элиты, мне кажется, очень важно вовремя и насколько возможно четко и ясно, понимаю, что дипломатия не всегда любит такую голую открытость и так далее, но тем не менее артикулировать наши интересы артикулировать так, чтобы нас понимали и наш союзник стратегический, главный, Россия, и чтобы мы понимали, чего мы хотим, куда мы идем. Это очень важно. И вот мы говорили сейчас о том, как все вокруг нас меняется, да, и вот в завершение я хотела бы сказать какие-то очень важные слова, которые, конечно, являются не моими, поскольку время непростое, и касается это нашего позиционирования, нашего поведения. Время непростое, но, как говорил Дарвин, выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам. И вот
Вот этому мы должны сегодня соответствовать. И общество, и государство, власть, оппозиция, и все. Это была Аргама в формате прямого эфира. Спасибо, до свидания. Молодец. Очень хорошо.